Что вы хотите, чтобы я что-то сказал? Да, Да? что-то. Во-первых, я хочу сказать, Слакбаш – это родина двух поэтов, воистину народных, без, кстати, имел, конечно, официальное звание, он это так ведь, а Иванов никакого звания официального не имел, но это Слакбаш, родина двух поэтов. Я тоже своим аулом могу похвастаться, Кляш тоже настолько они народны по существу, по званию, по постановлению два народных поэта вышли из нашего аула за Фигудашья. У нас документы есть. А у Иванова не было документа. Что обобщать, друзья мои? Если сказали бы обобщи Пушкина, обобщи Шекспира, обобщи там нашего Бабича или татарского великого поэта Туфана, обобщить невозможно. Это обобщение каждое время делает свое обобщение, свою оценку. Ухсай из тех творцов, который пришел надолго, прочно, и каждое поколение по-своему его будут читать, возвращаться, будут взлеты и падения, будут какие-то периоды даже забвения, бывает, потому что вот сейчас, посмотрите по телевидению, по радио, настоящей музыки уже почти нету. Вот этот спад, этот брешь, он будет этот самый пройден, этот период будет пройден. И относительно литературы, сейчас же телевидение, все такое, еще интернет, компьютер, все. Хотят отлучить нас от литературы, от поэзии, вот этой вещи. Но это недолговечно. Все равно человек по своему существу, порождение земли и неба, воды и огня. Пока на земле есть вода, огонь, сама земля и небо, человек будет обращаться к этим категориям. Никогда его душу никакой компьютер не может заменить. А что сегодня? Я очень, повторяю, очень рад, что есть еще люди, которые носят в сердце имя и дух Ухсая. Вы сказали, что маловато пока. Ведь некоторое время назад еще совсем не общались, совсем были разрозненные. Вот вы, если вы, здесь никого не хочу упрекать, если бы мы как-то организовали бы, мы небольшие организаторы, вот что все, могло быть побольше людей, могло быть это самое, и зал полный можно было собрать. Именем Ухсая, даже не только, ведь может, конечно, 90-летие будет не только вот в таком узком кругу, как говорится, имя Ухсая может собрать тысячи людей, его сверстников, его почитателей, литераторов, людей просто культурных, просто образованных или просто людей, которые душой не глухи. Вот. Я повторяю, как молитву, одну и ту же вещь придумал сам и сам себе рад повторять это. Людей, живущих на земном шаре, я в своем уме, по своему разумению, делю на две категории, на две части. Одни люди, где бы они ни жили, на севере или на востоке, на западе или на юге, одни люди живут на солнечной стороне планеты. Это люди неравнодушны к красоте, музыке, люди добрые, люди, которые носят в себе солнце в душе. Это люди живут на солнечной стороне планеты. Другие равнодушные, другие, кто почитает звон монет с биению сердца, хотя могут быть столько монет звенеть в их карманах, но если сердце не бьется добром,
Эти люди живут на теневой стороне планеты, в тени живут. Они несчастные люди. Вот что вы пришли сюда сегодня на встречу с Уксаем, вот вы и есть люди, которые живут на солнечной стороне планеты. Вас хвалю и благодарю за это.